День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Развитие нефтегазовой отрасли, строительство жилых объектов и школ, а также благоустройство территорий. Глава республики Айсан Николаев с рабочим визитом посетил Ленский район. «Одна жизнь, одна печень». В столице республики провели акцию по борьбе с гепатитом «Здоровое лето». Определиться с профессией за одну ночь. Для будущих студентов Якутии состоялась профориентационная ярмарка. В Якутске движение транспорта по проспекту Ленина откроют к 1 сентября. Работы по реконструкции центральной улицы города вышли на финальную стадию. С ходом работы знакомился мой коллега Александр Хавренко. Ремонт проспекта Ленина – это крупнейшая дорожная стройка в столице, которая включает в себя не только замену асфальтового полотна, но и обновление тротуаров, бордюров, опор освещения и многое другое. В прошлом году почти полностью был завершен первый этап реконструкции. Сейчас к завершающей стадии приступают на втором участке. От Хабарова до Лорпа у нас ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также ведутся работы по наружному освещению и по коммуникациям. На втором этапе от Колокольского до Краснодара ведутся работы по основанию дорожной надежды по тротуаров, устройство бордюров, освещения и сети газоснабжения, коммуникаций. Готовимся к асфальтированию. Самый главный вопрос, который волнует горожан – когда же проспект откроют для движения и когда по нему запустят общественный транспорт? До Дня города откроем проспект Ленина для движения сквозного автомобилей. Движение автобусов будет восстановлено по проспекту после окончания контрактного срока, когда закончатся все работы по благоустройству. Это освещение, дорожные знаки, и когда объект будет принят уже комиссией. Это будет в ноябре месяце. По проспекту Ленина, очевидно, будет пересмотрена маршрутная карта автобусов. К этому вопросу мы вернемся уже с обсуждением с населением к сентябрю месяцу. Конечно же, ремонт доставляет жителям ряд неудобств, но все они временные, и по завершению работ проспект преобразится. Более широкие тротуары стали, то есть намного комфортнее стало. Это во-первых, да. Во-вторых, это, конечно же, красота, то есть намного красивее стало, приятно это смотреть. Немаловажно это велодорожки, то есть каждый день я ими пользуюсь, это очень удобно, то есть особенно, тем более это в центре города. Проспект Ленина реконструируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В проект вложено 1 700 000 000 рублей, из которых 1 200 000 000 выделено из Дорожного фонда республики. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Объезд главы Якутии продолжится в столичном пригороде Магане. Там Айсан Николаев ознакомился с ходом ремонта поселковой школы, процессом реновации дворовых территорий, а также посетил одно из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств. Подробности в следующем материале. Здание единственной школы в Магане несколько десятилетий требовало ремонта. А построили его в 70-х годах прошлого века, и с течением времени в здании проходилась крыша, потрескался кафель в коридорах, а в спортзале искривились полы. С этой весны стартовал долгожданный ремонт. При этом ведется он полностью под ключ. Начиная от системы отопления и заканчивая фасадными работами и ремонтом крыш. У нас все виды работ вошли в данный капремонт, начиная от канализации, новое отопление. Вот совсем недавно закончили нам новую кровлю. По оснащению у нас будет полностью новая мебель. Ну и идем мы с ногу со временем. Это интерактивные панели, новые компьютерные оборудования. У нас появится наконец-то компьютерный клуб при нашей точке роста. Сдаемся мы по плану 10 августа. Я думаю, подрядчик примерно к этому времени как раз и закончит. Всего в школе обучаются порядка 280 детей. Ход капитального ремонта здесь строго контролируют родители школьников. Среди них и Дарья Макарова. У нее в школе учатся сразу двое, в 3-м и в 9 классах. При разработке нового дизайна школы они принимали самое активное участие. Дети очень ждут этого ремонта, потому что они принимали участие в разработке дизайна. Предпочтение было, чтобы стены не были зелеными.
Вот это самое главное. Мой сын увлекается компьютерами, он очень хотел, чтобы оборудовали компьютерный класс в первую очередь. Следующей точкой визита стал двор улицы 40 лет Победы. Там ведется капитальный ремонт дворовой территории в рамках федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Вы жители, да? Жители? Да. Ну и как у вас мнение? Ну, лучше, конечно, будет для детей. А какие замечания, дополнения есть? Пока вот нам интересно, будет ли у нас ограждение, потому что у нас здесь сидит коров, лошадей постоянно сюда заходят. Ну а в заключении посетили крестьянско-фермерское хозяйство семьи Кортус. В этом году Екатерина Васильевна, помимо зерновых культур, подготовила к посеву картофель Red Scarlet. Вместе с новым сортом изменился еще и способ посадки. Хозяйство поставило опыт, для которого был приглашен профессор и магистрант из Санкт-Петербурга. Всего у фермеров порядка 370 гектаров разного рода культур. Все у нас нормально, господдержка хорошая, и поэтому все, уже много лет работаем, поэтому все отлажено. Видов много, это и на приобретение минеральных удобрений, и погектарная субсидия на производство картофеля, там, зерна, овощей, если есть. Ну и вот приобретение. В этом году я приобрела комбайн. В ближайших планах у маганских фермеров сегодня, безусловно, уборка обильного урожая осенью, а также выход на рынки сбыта продукции. Не только в Якутске, но и во многих других районах нашей республики. Петр Васильев, Григорий Охлопков, Маган. В Ленске продолжается благоустройство городского парка культуры и отдыха. С результатами первого этапа реконструкции ознакомился глава региона Айсан Николаев в ходе рабочего визита. Подробности в материале наших ленских коллег. Ленск стал образцовым примером для всех районов Якутии по реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Глава республики Айсан Николаев, лично посетивший строящиеся объекты и уже возведенные жилые комплексы, отметил, что опыт застройщика компании «Три семерки» по благоустройству придомовых территорий необходимо транслировать в другие населенные пункты региона. Это была одна из важнейших тем, которую затронул Айсан Николаев в ходе своего визита в Ленск. Он отметил качество возводимых сегодня 4 домов, 2 из которых будут заселены в конце этого года. Их жителями станут 199 семей. За период с 2019 по 2025 года в Ленске должны расселить 219 многоквартирных домов площадью почти 123 тысячи квадратных метров. Около 4 тысяч уже стали новоселами новостроек. Внимание Ленску, в целом Ленскому району очень большое. Хочу подчеркнуть, что работы здесь идут неплохо, все идет по графику. Хочу особо подчеркнуть, что здесь, конечно же, меня приятно порадовало те дома, которые сейчас строятся по линии застройщика здесь. Они строятся очень красивые, качественные. Во-вторых, конечно же, порадовало то, что застройщик не только сами дома строит, но он и очень правильно относится к благоустройству территории. Этот пример, который я сегодня в Ленске увидел, можно и в другие районы транслировать. Другим застройщикам надо пример с этого брать. Еще одной важной темой для обсуждения стала программа социальной газификации, которая в Якутии реализуется в рамках подписанного соглашения с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, где было заложено, что «Газпром» возьмет на себя обязательства по газификации населенных пунктов, которые прилегают к Силе Сибири. И в рамках него сегодня уже много поселков и в Ленском, и в Алекминском, в Алданском, в Нюрнбергском районах будут газифицированы в ближайшие годы. Реализацией восточной газовой программы занимается компания «Газпром Трансгазтомск», которая обеспечит от магистрального газопровода «Сила Сибири» подачу газа в межпоселковые газопроводы. Первый стык подобного Мурья-Бичинча был сварен в присутствии главы республики. Исторический момент. Дождались все равно, сколько в Якутии газ добывает, а газ почти последнюю очередь там проводит. Вы будете газифицировать свой дом? Ну, конечно, обязательно. Мы в первую очередь записались. Рады, конечно, очень рады. Будете газифицировать свой дом? Конечно, обязательно. Но мы с Батамая, у нас позже будет это... Через года 2, наверное, но ждем, очень ждем. Все за 1 год, можно сказать, у нас появилась и интернет, и связь, и газ. Это очень же хорошо, это прекрасно просто. Далее Айсан Николаев провел совещание с нефтегазодобывающими компаниями, отметив, что нефтегазовая отрасль сегодня – это 27 тысяч человек и 14% налоговых поступлений в бюджет. За 5 лет почти вдвое выросла добыча нефти и в 7 раз газа.
Затем глава региона осмотрел строительство детской школы искусств, прогулялся по парку, отметив, что это исторический центр отдыха горожан. И в последние годы он модернизирован за счет федеральных программ и активных ленчан. Хочу подчеркнуть, что здесь во многом все зависит именно от желания самих жителей изменять свой город, изменять свое село, от их активного участия, в том числе и в голосованиях, ну и, конечно, от того, насколько руководство района, руководство города, села дает вот именно такой приоритет именно развитию общественных пространств. Также Илдархан посетил овощехранилище, детскую оздоровительную базу отдыха и в завершении визита заехал в гости к семье бойца СВО. Попил чай с хозяйкой, запустил газовый котел, который установили в рамках социальной газификации, и подарил подарки детям и супруге участника СВО. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Перейдем к другим темам. В летнем лагере мужества в Нерюнгри дети получают полезные знания. А в этот раз средние и старшие отряды принимают участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи. Ирина Жданова узнала подробности. Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи – это не нудная лекция, а интересное практическое занятие в игровой форме. Мероприятие в детском лагере мужества провели сотрудники и студенты Нерюнгринского медицинского колледжа в рамках приемной кампании. Профориентационные проекты у нас в колледже ведутся с 2018 года. Грандиозный проект ведет Курганова Екатерина Михайловна. Они идут в течение всего года. Ну и вот в этом году решили в рамках приемной кампании также продолжить проведение этого проекта. И именно вот такие мастер-классы и интересные для детей. Первая часть – тематические загадки. И почти на все вопросы участники дают правильные ответы. Я узнал, как надо, если перелом ноги, что нужно делать, как первую помощь оказывать. Вот эту вот штучку, я забыл, как называется, шина, вот. Ее надо зафиксировать правильно и ногу перебинтовать. Нам говорили, как оказывать первую помощь. Я узнала, как перевязывать руку, ноги. Мы узнали то, что при открытой порезе можно сломать руку. А в практической части все изъявили желание принять участие. Как в качестве пациентов, так и в качестве врачей. Мы зафиксируем сейчас ногу. У человека вот здесь перелом. Мы фиксируем. Получается, мы на прямую поверхность кладем ногу и измеряем. В этот день ребята узнали, как ставить уколы, делать перевязки, обрабатывать раны. Таким образом, не только закрепили навыки оказания первой помощи, но и потренировались работать в команде при чрезвычайных ситуациях. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Создать своими руками планер, напечатать к нему детали и запустить его в небо. Мечта тех, кто влюблен в моделирование и инженерию. Алданский школьник со своим педагогом пробует соорудить беспилотник. Все ли у них получается, узнавал Руслан Павлов. Педагог Алданского центра дополнительного образования Павел Радин и его ученик Владимир Проценко работают над идеей создания беспилотного аппарата. Детали к дрону напечатали на 3D-принтере, который находится в доступе для подобного рода вещей в библиотеке имени Некрасова. Поскольку денег в районе на развитие беспилотной авиации и обучению этим детей нет, к сожалению, поэтому я нашел модели беспилотников зарубежных, которые можно распечатать на 3D-принтере. Володя их распечатал. То есть мы распечатали один беспилотник, отдельно также за свои средства приобрели двигатели. Сейчас у нас на очереди этот беспилотник собрать и попробовать его запустить, то есть как он вообще летает. Потому что модель с интернета – это модель с интернета, а как она себя поведет в качестве планера, или в качестве управляемой модели – это вопрос. Поэтому пока мы работаем в этом направлении, нам очень интересно, и в принципе перспективы есть. Энтузиазм наставника и педагога увлекли Владимира в сферу IT-технологий и инжиниринга. Молодой человек мечтает стать инженером. Мы распечатали по готовым чертежам уже детали беспилотника. Осталось только собрать, запрограммировать движки, пульт управления и так далее. Интересно? Да, мне интересно. Это же все-таки опыт. Я в будущем тоже планирую стать инженером, и в принципе мне это пригодится. Детали к беспилотнику – это не первый опыт Владимира печатать на 3D-машине. Для ежегодного мероприятия «Библионочь» он напечатал специальные медали и раздал их участникам. К «Библионочи» Володя сам разработал модель медали в библиотеке Некрасова, то есть спроектировал ее в программе, распечатал. И в рамках «Библионочи» у участников «Библионочи» была возможность
эту медаль взять, получить. По словам увлеченного педагога, к концу года Центр дополнительного образования должен приобрести несколько современных 3D-принтеров. Тогда и возможности увеличатся, и желающих заниматься моделированием станет больше. Пока же в IT-класс при Центре доп. Образования ходят ребята, в основном увлеченные киберспортом. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. «Одна жизнь, одна печень». Именно с таким девизом Всемирная организация здравоохранения продолжает борьбу с гепатитом. Первым шагом стало проведение акции «Здоровое лето», где все желающие смогут провериться на гепатиты Б, С, а также на сифилис и ВИЧ-инфекцию. Подробнее в материале Марины Захаровой. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с гепатитом, что отмечается ежегодно 28 июля. В парке культуры и отдыха все желающие от 18 лет смогли пройти тестирование. При сдаче анализов соблюдались все санитарные нормы, а в работе использовались только одноразовые инструменты. Узнать результаты, точность которых свыше 96% благодаря экспресс-тестам 4-го поколения, можно было в течение 15 минут. Наш пункт, мобильный пункт тестирования, в принципе, он регулярно летом выезжает на открытые пространства города Якутска, на площадя, значит, в том числе парк культуры и отдыха, как сегодня, значит, и на городской пляж, и на другие места, доступные для населения, чтобы максимально охватить вот этими экспресс-тестированием, вот этими анализами населения. Республиканский центр ежегодно участвует в таких мероприятиях. В этом году он работает совместно с Республиканской клинической больницей. По данным регистра хронические вирусные гепатиты, на сегодняшний день в республике насчитывается около 15 тысяч больных гепатитом. Особенно распространены типы D и C. Вирусный гепатит является очень большой проблемой в мире. Считается, что каждые 30 секунд умирает один больной от гепатита в мире. Поэтому бремя вирусных гепатитов оно очень большое. И в 2016 году было принято решение Всемирной организации о том, чтобы начать всемирные принимать очень большие шаги к тому, чтобы избавить мир от этой проблемы. Мобильная лаборатория хоть и не заменяет массового тестирования, однако к проблеме распространения гепатита ВИЧ-инфекции внимание привлекает. Так акция привлекла многих жителей Якутска. Бесплатный и удобный способ диагностики оценили многие желающие узнать состояние своего здоровья. Я очень благодарна, что проводят такую акцию. Я пришла, не зная, меня сестренка привела и хотела узнать, в каком состоянии моя печень, какие там вирусы есть или нет. И пришла и в таком хорошем месте, в удобном месте. У нас принимают быстро, точно эти анализы. Гепатит на ранних стадиях никак не проявляется. Если же симптомы были замечены, значит болезнь была запущена. Именно поэтому жизненно необходимо проходить такие тестирования. Чтобы уберечь себя от всех недугов, достаточно вовремя их диагностировать. Марина Захарова, Лилия Уваровская, Семен Семенов, Якутск. Безопасность детей – первостепенная задача. Воспитанникам детских лагерей напомнили о мерах предосторожности во время отдыха. В учреждениях летнего пребывания продолжается цикл лекций, бесед, которые проводят врачи-инспекторы ГИБДД. Тему продолжит Наталья Николаева. В период летнего сезона существует большой риск для детей получить травму или подхватить инфекцию во время купания в воде. Чтобы обезопасить детей от подобного, врачи проводят для воспитанников детских лагерей города Якутска профилактические лекции. Летом мы затрагивали тему, в первую очередь, это безопасность на воде, безопасность на дороге, да? Также профилактика всяких различных отравлений, потому что летом у нас, возможно, бывают такие, случаи очень часто, потому что летом дети купаются, глотают воду плохую, из-за этого могут быть различные последствия. Дорога также представляет большую опасность для детей. По данным сотрудников ГИБДД, с начала года на территории города Якутска зарегистрировано 2475 дорожно-транспортных происшествий. Из них 58 с участием несовершеннолетних. С начала летнего сезона мы начинаем
работу с летними детскими оздоровительными лагерями. С середины мая месяца с управлением образованием уже составляем списки, то есть сколько летних лагерей будет в этом сезоне, сколько из них будет пришкольных лагерей, сколько стационарных и республиканских лагерей. И вот уже с начала смены лагерей, это уже с июня, начинаем профилактическую работу с лагерями. При проведении лекций для детей упор делается на визуализацию. Специалисты используют презентации с картинками, а также проводят игры, квесты и мастер-классы, чтобы лучше заинтересовать ребят. Лекции проходят в формате оживленной беседы с самими ребятами. Нужно, я думаю, что побольше наглядных пособий надо, чтобы дети поняли, да, потому что зрительная память, она у детей более-менее развита, и как бы они понимают, когда уже воочию увидят это в картинках. Много информации они, конечно, плохо переваривают, поэтому я думаю, что можно вот таким образом, или же можно вот такие беседы проводить, используя игры, игровые формы. На сегодняшний день было проведено 42 лекции с охватом более 4000 человек, 17 квест-игр, а также были проведены более 15 мастер-классов по оказанию первой помощи, где приняли участие около 1500 воспитанников детских лагерей. Мероприятие продолжится до конца июля. Наталья Николаева, Григорий Охлопков, Якутск. В историческом парке «Россия. Моя история» провели ночь профориентации. Организаторы подготовили для абитуриентов насыщенную программу. Будущим студентам не просто рассказали о востребованных профессиях, но и провели мастер-классы. Подробности расскажет Мария Кардашевская. 5 образовательных учреждений столицы и Центра опережающей подготовки представили обширную профориентационную программу для будущих студентов. Ребятам не только рассказали и показали, но и дали возможность примерить профессии на себя. Это современная методика профориентационного мероприятия. То есть они могут себя попробовать в различной сфере деятельности и узнать, действительно ли эта деятельность ему подходит. В современных условиях для того, чтобы заинтересовать детей пойти вот в тех или иных направлениях, нужно более креативно подходить вообще вот к этому, да, и использовать разные площадки. Поэтому вот то, что сегодня именно в историческом парке происходит, действительно тоже очень интересно. Абитуриенты и их родители смогли поучаствовать в открытых диалогах, посмотреть презентации программ среднего профессионального образования, ну а лучшие профориентологи столицы провели для них профориентационный квиз и семинары-тренинги. Образовательные учреждения подготовили профориентационные мастер-классы. Представляем 6 основных наших специальностей. Это зоотехния, ветеринария, агрономия, технология продукции животного происхождения, водные биоресурсы и аквакультура и вот землеустройство. Для представления, например, каких-либо специфических именно вот профессиональных навыков именно как раз-таки представлены определение, например, содержания сахара в яблоках, определение органических свойств молока, например, да, или, например, определение качества вот, яиц и так далее. Кроме того, без 5 минут студенты смогли познакомиться и пообщаться с преподавателями и студентами, напрямую задать все интересующие их вопросы об учебе и студенческой жизни, что бесспорно поможет им определиться с выбором профессии. Я вот перешел в 11 класс. Начинаю задумываться, конечно, о профессии, но очень много на самом деле предметов. Вот за 10 класс вы учитесь, например. То есть уже после 9 класса вас заставляют выбирать именно в каком классе вы должны учиться. Я сюда пришел попробовать информатику, так как хочу свою жизнь связать с биоинженерией. Масштабное мероприятие «Ночь профориентации» состоялось в Якутске впервые, но уже сейчас понятно, что такого рода мероприятия актуальны среди будущих студентов. Зал исторического парка собрал множество заинтересованных ребят, для которых выбор будущей профессии не пустой звук. А это значит, «Ночь профориентации» проводится не последний раз. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. Река, солнце и волейбольный мяч. На городском пляже столицы стартовал чемпионат Якутии по пляжному волейболу. На соревнования прибыли женские и мужские сборные. В состав включены 2 игрока плюс 1 тренер-представитель. За пляжными баталиями наблюдал Евгений Байден.
Волейбол в жизни якутского спорта занимает особое место. Данная игровая дисциплина является самым массовым видом спорта в регионе. Однако пляжная разновидность волейбола в республике развивается только 15-й год. Несмотря на это, количество участников неизменно растет. Так, на нынешний чемпионат заявилось 13 команд, среди которых сборные районов и городов, а также клубы. Целью номер один у нас сейчас является, конечно, развитие детско-юношеского спорта. Взрослые команды, чтобы успешно выступали на соревнованиях на дальневосточном регионе и занимали первые или призовые места. Это у нас пока программа минимум. Ну а программа максимум, конечно, выступить на всероссийских соревнованиях и занять тоже призовые места среди юношей и девушек. Как в мужском, так и в женском дивизионах выявление лучших стартовало с групповой стадии. За каждую победу команды получает по 2 балла, а за поражение всего 1. По итогам предварительной части коллективы с наилучшими показателями выйдут в плей-офф, где продолжат борьбу за медали в играх на вылет. Настрой у нас боевой, мы долго готовились вообще к соревнованиям. Иногда мы тренировались здесь на пляже, иногда в парке на площадке. И поэтому я считаю, что мы готовы к этим соревнованиям. Соперники все очень сильные, хорошие команды приехали. Всех очень знаем, наблюдаем за ними. Это как бы тоже наши, мы, как сказать, фанатеем по ним. Это наши кумиры некоторые. Но будем бороться, будем стараться, показывать уровень. Волейбольные баталии за выход из группы продолжаются до завтрашнего дня. Затем в воскресенье, в заключительный соревновательный день, команды выявят чемпионов и призеров, а также обладателей индивидуальных наград. Евгений Байдин, Семен Семенов, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.